Россия, Удмуртия – город 8 сотен улиц, Ижевск. А это журналисты, которые ежедневно пишут о республике. Они не верят, что кто-то так же хорошо знает, как меняется регион. В одном из предыдущих выпусков их задание выполняла радиоведущая, экс-креативный директор футбольного и хоккейного клубов, поэтесса, певица и просто красивая девушка Таня Равилова. Она примерила на себя халат доярки и продегустировала домашний сыр. Сегодня Татьяне вновь предстоит выполнить задание журналистов. Привет, я Кристина. Я Таня. Красиво здесь, правда? Слушай, атмосфера потрясающая. Я так давно здесь не была, на берегу Камы. А знаешь ли ты, что камские просторы стали еще доступнее? Благодаря нацпроекту добраться до них стало проще. Круто! Это классная новость. Да, я предлагаю сегодня тебе проверить и посмотреть на все эти интересные объекты. Ну давай, удиви меня. Задача блогера – узнать новое об Удмуртии, а журналистов – следить из редакции и отправлять задания. Выполнит ли их Татьяна и куда ее приведут дороги, мы узнаем совсем скоро. Яромаска – небольшое село под Сарапулом. В 30-е годы прошлого века здесь снимали один из любимых фильмов Иосифа Сталина – комедию «Волга-Волга». Главная достопримечательность села и место притяжения туристов – церковь с куполами небесного цвета. Именно она и попала в кадры киноленты. В этом году в Яромаске уложили асфальт, обустроили тротуары и парковку. За 5 лет в Удмуртии в порядок привели более 1700 километров дорог, по нацпроекту свыше 600. В 2020 году наша республика оказалась в лидерах по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И асфальт у нас свой. В Удмуртии 18 асфальтобетонных заводов. Вот благодаря программе «Безопасные качественные дороги» в республике увеличилось и темпы строительства, и контроль за строительством, пятиступенчатый контроль, и финансирование. Узнай, как ремонтируют дороги, и проверь качество выполненной работы. Лень, вот 5 ступеней контроля вы прошли, но лично моего контроля вы не проходили. Давайте проделаем. Поэтому я предлагаю измерить нам вместе ширину дороги и уклон. Поперечный уклон. Поперечный уклон. Дорогу в Нечкино тоже отремонтировали. Участок от трассы Сарапул-Воткинск и Сельскую улицу, ведущую к строящемуся Дому культуры. В Нечкино часто приезжают туристы. Здесь находится музей Орлана Белохвоста. Музею 5 лет. С помощью современного оборудования посетители могут послушать голоса разных птиц, которые обитают в национальном парке Нечкинский, а их 190 видов. Орланы живут очень долго, создают пару на всю жизнь. Живут они 35 лет примерно. Как орланы. Отлично. Да, и барматушка северная. Мне нравится. Барматушка. Бормочет. Слышите? Класс. Нечкино – это не только село, но и всесезонный курорт активного отдыха. Он находится на естественной возвышенности близ Камы. Зимой здесь собираются сноубордисты и лыжники. Летом у 25-метрового бассейна отдыхают любители солнечных ванн. На территории курорта обустроены мангальные зоны, спортивные и детские площадки. На протяжении всего года в Нечкино проходят различные фестивали, спортивные и культурные мероприятия. Танзиля, я не была в Нечкино, чуть больше года. И он поражен и обескуражен. 1 января мы сделали такой подарок для наших дорогих гостей. Открыли новый терминал проката, где наши гости могут получить оборудование, отдохнуть и вечером после вечернего катания даже потанцевать. Ну, можно внутрь зайти? Конечно, Пойдем. Добро пожаловать.
желание на самом деле сейчас только одно — присоединиться к этой толпе людей в бассейне. Особая любовь наших гостей – это дома с банями внутри. Бани на дровах, их топит истопник вручную. Дома с панорамными окнами, дома с камином внутри. Все для идеального отдыха. Это мы проходим невероятный чан. Да, это нормальный чан, который за дополнительную плату у нас тоже можно. Истопник его нагревает, и в воде с можжевеловым веником, с травами можно прямо на улице насладиться. Зима, снегопад, а ты в теплом чане на свежем воздухе. Ну, И звездное небо. загадывай желание. К приезду нашей съемочной команды баню топить не стали, но зато накрыли шикарный стол на пригорке с видом на бассейн. И такой романтический обед или ужин могут организовать для любого желающего. Фантастика. Очень вкусно. Хотите? Нужно узнать, какие еще есть активности на берегах Камы. В Нечкино можно отправиться на речную прогулку в компании спортсменов-рыболовов. На катерах с современным рыбопоисковым оборудованием гиды учат ловить на спиннинг. Ты раньше рыбачила или нет? Слушай, это будет моя тотальная премьера. Да? Да, серьезно. Это будет моя первая удочка. Тогда давай не будем отвлекаться, приступим к рыбалке и поймаем быстро какую-нибудь рыбу. Я слышу, что что-то ударило. Давай быстрее, подсекай! А ты куда? В эту сторону? Конечно, давай, крути, крути! Это дельфин? Нет, это твой первый судак. Это судак! Ну что, хочется поздравить тебя с первым твоим маленьким трофеем? Ну как маленький, он огромный. Ты словила судака. Класс. Но ты знаешь, что самое главное у нас, у спортсменов-рыбаков, это споймал, выпустил. Поэтому давай мы поцелуем, чтобы нам сейчас еще какая-нибудь рыбка поймалась, и выпустим ее к себе в домик. Дорогой судак Аркадий, давай, принеси нам еще удачи, расскажи там своим, что мы классные. Все, выпускаю? Ну да. Видал? Окунь, дергай, на удачу. Ну что, нам удалось удивить тебя? Еще бы, ты знаешь, сегодня я заново открыла свои уже любимые места, такие как Нечкино, и познакомилась с новыми, в которых ни разу, к своему сожалению, не была. И могу с точностью, уверенностью сказать, что Удмуртия – территория будущего.